Начнем. Мы с договорились о том, что мы сегодня, и собственно говоря, на прошлом ННК был такой заказ, что мы поговорим о вообще в целом проблеме, скажем так, сохранения биоразнообразия и климата. То есть сегодня должны быть две такие связочки. То есть я в нескольких местах эту пробросочку сделаю. Но завтра мы, может быть, более подробно подискутируем уже с группой, которая занимается вопросами изменения климата и занимается сейчас третьим национальным сообщением. Другой способ видения, и за счет этого мы можем с вами, скажем так, изменить свою систему, что ли, принятия решений, тогда видеть, какие проекты более выигрышны, какие нет. Например, с точки зрения того, что один вид, вот в прошлый раз у нас была с вами такая ситуация, да, когда мы говорили о том, что вырубают камыш и сажают другие виды. То есть, в принципе, одна зеленая, другая зеленая, да, и там это вроде бы нет какой-то проблемы. Если не будет этой большой рамочки, через которую мы смотрим, то тогда такие решения адекватные. Но мы понимаем, что вырубается исконная экосистема, уничтожается, да, заменяется антропогенной экосистемой, и это не совсем то, что, скажем так, можно назвать глобальной экологической выгодой, да, или ответом на вызов. Причем здесь, эти сами, вызовы. Я сначала вас приглашаю в небольшое космическое путешествие. Обычно я это делаю долго и тщательно, но сейчас объясню, достаточно в целом. То есть, смотрите, что интересного. Когда мы говорим слово глобальный, то есть мы должны смотреть или смотрим на Земле в целом. Да, то есть Земля как некая единая система. И дело в том, что предыстория такова, что в 90-е годы, с 80-90-х годов стали изучать возможности НАСА, стало изучать возможности пребывания на других планетах жизни. То есть, задались вопросом, где-то есть вообще в космосе жизнь. Стали, под эгидой этого стали изучать, каким образом можно про это узнать. И стали смотреть составы атмосферы, то есть планет жизни и планеты жизни. Соответственно, планета с жизнью, как вы понимаете, это наша с вами планета. И стали смотреть наиболее близкие две планеты Марс и Венера. И что можно о них сказать, исходя из того, что какие-то астрономические показатели, не спускаясь туда, да, то есть, а именно по спектральному анализу атмосферы, анализу информации, которую можно получить с Земли, можно узнать о том, каковы составы атмосферы. Что увидели? Увидели очень интересные вещи. Во-первых, что Марс, две ближайшие планеты к нам, казалось бы, по всем параметрам могла бы быть жизнь тоже, потому что не сильно далеко, да, то есть на Плутоне слишком холодно, там, например, там гиганты, как называется, они по планете гиганты газовые, да, то есть там другой состав, а здесь все-таки есть атмосфера и есть отдельная плотность Земли, в смысле Земля, то есть Марс в том смысле почва, да, как она называется, грунт. Увидели, что на Марсе и на Венере первое, что удивительно огромные колебания температур. То есть сама амплитуда колебаний температур, например, на дневной стороне и на ночной стороне просто от минус 300 до плюс 400 градусов. То есть сама, соответственно, шкала колебания очень огромная. Средняя температура на Венере плюс 477, на Марсе минус 53. То есть, понимаете, да, то есть совершенно другой параметр. Если сравнивают с земной температурой, да, то есть средняя температура, здесь средний параметр 15 градусов. То есть совершенно необычно. То есть 15 градусов это очень странная температура с точки зрения космических температур, да, то есть почему-то именно в этом диапазоне держится этот температурный режим. Второе, что атмосферы трех планет резко отличаются друг от друга по своему химическому составу. Есть такой принцип, он называется принцип термодинамического равновесия, мы в школе когда-то его проходили, что каждая система пытается занять наиболее устойчивое положение, да, то есть максимальным использованием эффективной энергии, да, и хочет остаться в этом состоянии. То есть у нас так, так устроено.
Вселенной, да, то есть это вот законы термодинамики с этим связаны, что следы, ну вернее не следы, но мало, до 2% азота, и там свободного азота, следы практически кислорода и других газов тоже, как вы видите, очень небольшое количество. Но на Марсе там больше еще аммиачные всякие, значит, испарения, когда оно может позволить испаряться. А так лед, аммиак лежит в виде, значит, вот, льда. Да? Что интересно, причем, смотрите, обратите внимание, вот этот вот углекислый газ и, значит, аммиак и окислы серы, это все как бы завершенные некоторые состояния. То есть, ну, уже окислилось, уже углекислый газ, уже вот оно более стабильное, чем, например, что мы имеем на Земле? Мы имеем кислород, свободный дикий окислитель, очень сильный окислитель, 21% сильнейшего окислителя. Мы имеем азот свободный, огромное количество, да, там 78%, и совершенно следовые 0,03% углекислого газа, да, то есть совершенно обратная структура. И, значит, другие газы примеси. То есть видим, вот эту разницу мы видим, да, то есть стабильная, термодинамически стабильная и термодинамически нестабильная. Соответственно, отсюда сделали вывод о том, что, значит, есть какой-то механизм, который поддерживает такое состояние атмосферы на Земле. И еще один параметр очень важный, что на Земле вода присутствует, вообще вода есть, но и на Марсе и на Венере есть вода. Но, что здесь очень важно, вода в разных агрегационных состояниях. То есть на Земле вода присутствует во всех трех состояниях. Она есть и жидкая, да, то есть, мы, извините, моря, океаны, она есть и дожди, да, пожалуйста, она есть в виде пара, и она есть в виде льда, пожалуйста, наши с вами ледники. Это очень важный климатический и биофизический, биохимический фактор, то есть это важнейший показатель. Вода в трех агрегатных состояниях. Значит, для жизни, для ее правильного функционирования нужны такие планеты, да, то есть или такое состояние, где вода, как базовый растворитель, должна быть во всех разных этих агрегатных состояниях. Соответственно, температурный режим должен быть вот колебаться приблизительно в этом диапазоне, как он колеблется на Земле. Был сделан такой вывод. Соответственно, на Марсе мы видим вода только в, значит, лед, там нет других состояний, ну или следовые состояния, там где-то около вулкана, конечно, там пара образуется и так далее, но это не в большом масштабе. И, значит, на Венере это в основном пары, да, то есть там по-другому океаны устроены, да? Ну, то есть то, что можно назвать океанами, они не водяные, да, то есть это скорее, как считается, что они серные, ну, то есть другого состава. Мне сейчас не принципиально космогония или там космология, да, то есть планетология, а важно понять, что Земля каким-то образом уникальна даже внутри нашей системы. И уникальна не только с точки зрения вот, нашего присутствия, а с точки зрения вообще всех ее геобиофизических параметров. И вот, значит, когда стали говорить о том, что же за механизм заставляет на Земле быть такие вот значит, параметры, то нашли единственный механизм, и он достаточный для нас, вот для нашего разговора, значит, это механизм жизни. То есть, что живая, вот первый вывод, который и он есть у вас в тексте более подробно, можно доказывать его, но я хочу, чтобы мы его восприняли как тезис, что было значит, сделано открытие, это 20 век, да, конец 20 века, о том, что только жизнь создает условия для жизни. То есть мы должны понимать, что те условия, термодинамические, химические, физические условия на Земле, даже физические условия на Земле предопределены тем, что на Земле есть жизнь. То есть говорится о том, что это как бы две такие разные системы соединения, что ли, эволюционных теорий. О том, что планета пригодна для жизни, или жизнь появляется и меняет среду обитания. Понимаете, да, сегодня вот это очень важный момент, что жизнь появляется и менять среду обитания. Мы можем говорить, если мы видели этот фильм «Вспомнить все», да, то есть помните на Марсе, может быть, видели с Шварценеггером, когда там, значит, на Марсе якобы не было атмосферы, и что какие-то инопланетяне придумали такой вот удивительный механизм, его надо было только включить, и, значит, воздух появляется, атмосфера появляется, все хорошо. Может быть, есть такие инопланетяне. Мы понимаем о том, что таким механизмом, который сделает атмосферу и нормализует все в нашей, значит, вот, жизни, да, то есть имеется в виду, создает условия для жизни, является сама жизнь. То есть наличие самой биоты
значит, создает эти условия. Да? Значит, соответственно, вот этот тезис, он для нас принципиально важный. Он является центральным для всех, скажем так, идей по биоразнообразию и тем, почему мы этим занимаемся. То есть наша организация и как бы ученые, мы относимся к школе Мирджабаровича Шукурова, да, то есть, который эту идею как бы продвигает. А эта идея базируется на разработках, значит, Вернадского, то есть линейку так можно простроить. Вернадский с биогеохимическими циклами, я сейчас покажу, что он открывает. Следующее, это, значит, вот Горшков с его, он биофизик, но открывает биофизические явления и, значит, ряд аномалий, которые доказывают, что жизнь так работает. И вот сегодняшние разработки здесь уже киргизских ученых вот во главе с Мирджабаровичем Шукуровым. То есть у нас, смотрите, у нас есть достаточно научная школа, в которую мы можем обосновывать свои выкладки. Значит, здесь по этим есть вопросы или понятно по этому? То есть, значит, жизнь создает условия для жизни. Значит, она формирует атмосферу, она, эта жизнь, да, формирует, значит, вот среду. Вова, а кто-то спорил с этим, да? Воду этот. Нет, если нету, то двигаемся дальше. Меня вопрос волнует другой, что при этом жизнь бывает разная, и, значит, по крайней мере, 5 биосфер сегодня выделяют. Тимофей Филисовский выделяет 5 разных биосфер, и одна, то есть из них была бескислородная биосфера. Вот это вот где для нас специально важный момент, что биосферы трансформируют среду, но делают это медленно, да, то есть как бы, и вот с первой биосферой, которая считается бескислородной, мы встречаемся, например, в банках с ботулизмом, то есть те вот, без кислорода, и там обитает этот ботулизм, вот они есть, то есть это, остатки этой биосферы старые есть. Мы с вами есть результат, ну, четвертый, по крайней мере, второй, если считать по отношению к кислородной и бескислородной, и четвертой биосферы, если мы будем рассматривать вот эти все полосеменные, там папоротниковые и так далее, тоже как отдельные специфические биосферы. Но вопрос, что самая большая линия переходит между кислородом и бескислородом. Как это нас касается? Проблема в том, что с изменением климата и появлением большего количества там, углекислого газа и всяких этих выбросов, мы смещаем равновесие от кислородной в ту сторону. Не то, что мы его сильно смещаем, да, то есть, но даже такое незначительное смещение приводит к тому, что резко меняется наша с вами среда обитания. И вот это вот колебания, то есть как бы климатические, они как раз, значит, очень, ну, как бы сильно нас затрагивают. Значит, что хочу показать, значит, что, значит, сразу вот этот базовый тезис Вернадского, что он для нас тоже принципиально важен, о том, что надо ли убивать волков, не надо, вообще, можно ли является ли луг тем же, чем является, значит, лес, да, то есть, как бы, или поле. То есть это все как бы было изучено, в том числе Вернадским, и он говорит о том, что изначально состав природы и в этом смысле биосферы должен быть сложным. То есть простое, упрощенное биологическое сообщество не является функциональным с точки зрения биологической регуляции. Это для нас принципиально важно. То есть, значит, возможность полного осуществления всех, вот этот очень важный момент, что нет одного организма, и это тезис Вернадского, который может осуществлять все биогеохимические функции. Вот. И, значит, что очень важно, что мы сейчас это и в образовательной системе будем закладывать, и закладываем уже, и вот, сегодня меняется биология в эту сторону, что единицей жизни является не вид, а экосистема. Хотя раньше, да, то есть мы всегда рассматривали один вид. То есть в этом смысле, когда мы говорим про волка, да, то есть как бы это с точки зрения, ну, риторики, скажем так, ну, там, волка, птицу, синицу, там, или там про любое одно животное, с точки зрения, ну, вот, классификационной риторики это как бы хорошо. Но с точки зрения проектов или с точки зрения того, как мы сохранять, надо говорить о виде в экосистеме. То есть, что мы нарушаем или доворачиваем элементы этой экосистемы. То есть, надо либо восстанавливать эти элементы, либо понимать, какие нарушены, что там происходит с единицами жизни. То есть, единица жизни, вот это в целом экосистема. Точно так же, как у Горшкова есть замечательная метафора о том, что он говорит, вы понимаете, что если функция, значит, автомобиля ехать, то автомобиль без двух колес, например, да, или автомобиль без руля, или автомобиль без, ну, каких-то важных деталей, это он, может быть, по форме и похож на автомобиль, но он не выполняет своих базовых функций. И если мы говорим, что функция живой экосистемы поддержания жизни, да, то есть как бы и создание благоприятных условий, то разрушенные экосистемы не выполняют этих функций,
они просто как бы не работают в этом смысле. То есть они с точки зрения формы, может быть, и похожи, точно так же, как пластмассовый сад может быть похож на цветы, он даже иногда красивее, да, бывает, но и даже не умирает, что тоже приятно для нас, да, но вот в экосистеме там именно вот этот цикл смены поколений, да, цикл жизни и смерти, цикл значит, возобновления, он тесно связан с тем, что идет регуляция окружающей среды. Вот. И, значит, естественно, общество создает условия для собственного благоприятного существования. И эти условия, вот здесь очень важно, поддерживать в достаточно узком диапазоне. То есть мы все время должны с вами понимать, что мы говорим о диапазоне, значит, благоприятном для существования жизни. И мы, как люди, включены в этот тонкий узкий диапазон. И уже несколько миллиардов лет это поддерживается. За 200 лет, может быть, там, чуть больше, мы нарушили вот это вот колебание. И, как мы говорим, маятник регуляции условий жизни на Земле сегодня раскачивается. Он раскачивается все больше и больше. Это можно назвать потеплением, это где-то будут говорить про похолодание, еще про какие-то вещи. Вопрос в том, что маятник амплитуда качания, неравновесное состояние на Земле маятника, состояние жизни начинает быть больше. И вопрос в том, что мы не всегда попадаем в рамки этой амплитуды. Вот. Значит, вот внизу вы можете увидеть Bioregulation.ru, то есть там замечательные статьи, то есть доказательства, все как бы можете посмотреть, часть я положил сюда в этот материал. Теперь, значит, что я хочу, чтобы мы запомнили тезисы именно Эмиль Джапаровича, они очень удобные, может быть, даже где-то их в разные проекты специально их вынес, что это могут быть обоснования. Жизнь не свойство одного организма, а свойство биосферы в целом. То есть, значит, экосистема — единица жизни. Естественно, экосистема использует матрицы жизни. Соответственно, там, где есть то, что воспроизводит жизнь, а есть то, что жизнь разрушает. Если мы распахали и образовали, значит, какую-то другую среду от естественных экосистем, то там уже не жизнь. Ничто, созданное человеком, не в состоянии заменить биосферную функцию естественных экосистем. Вот это очень важно, что люди все-таки не могут создать вот этот вот замечательный аппарат, даже и инопланетяне эти все тоже не работают. И все созданное человеком на несколько порядков проще, чем самая примитивная живая система. Мы считаем, что экосистема начинается со 100 тысяч видов. То есть базовый уровень, вот единица жизни, представляете, не особей, а видов. 100 тысяч, и дальше уже потом начинается нарастание сложности. То есть, как бы, соответственно, вот мы должны понимать о том, как это все сложно устроено. Вот, ну и вот, значит, здесь мы хотим показать о том, что экосистемы бывают разные. Только жизнь дает, значит, условия для жизни, но обратите внимание, смотрите, вот мы показали 3 типа экосистем. Значит, первое, вот это вырубка, да, то есть это зона как бы разрушения жизни, где ничего не происходит. Вторая, смотрите, это вот здесь очень важно, что мы должны понимать, что экосистемы это системы динамические, живые, они меняются. Точно так же, как ребенок растет и взрослый, это разные как бы состояния, да, то есть и также экосистема в детском, ну или в растущем состоянии не выполняет биотические функции. В основном свою энергию она, вот второе состояние, вы обратите внимание, да, то есть как бы подрастающая экосистема в центре сукцессионного процесса, есть специальный слово сукцессия, да, для роста, обозначающий рост и изменение экосистем, да, то есть, и смотрите, там энергия тратится в основном именно на этот рост, то есть они потребляют. Смотрите, что здесь очень важно, что мы искусственно создаем сукцессионные экосистемы, наши вот эти вот поля, вспашки, которые мы делаем, то есть это искусственная сукцессия, то есть это искусственное изменение, когда экосистема пытается привести в норму и делать много урожая, много чего-то, то есть вы понимаете, почему они со временем поле будет деградировать, потому что оно пытается перейти в какое-то другое, более равновесное состояние. А с нашей точки зрения оно дает меньше урожая, да? То есть в этом смысле нарушается вот этот вот цикл. То есть смотрите, что более равновесная система является та, где идет равновесие цикла энергии. Сколько пришло, столько и ушло. Да? То есть когда, вот третье уравнение, это третий тип экосистем, экосистемы развитые, где циклы энергии и биомассы колеблются вокруг средней величины. То есть нет огромного возрастания биомассы, а столько, сколько прирастает, столько же практически как бы там отмирает. То есть вот если это равновесное колебание появляется, такая система считается устойчивой, она может жить очень длительные
время не отдельная особь, а именно сама экосистема, да, там Дубрава, например, какая-нибудь, да, или там секвойевый лес. Вот. И, значит, вот в этом лесу, значит, вот эти колебания энергии и, значит, биомассы вокруг средней величины. Но, что здесь очень важно, именно такая экосистема в случае, если происходит нарушение в внешнем мире параметров среды, она может отреагировать и компенсировать эти параметры среды. Вот эти вот стрелочки наверху, которые вы видите, мы говорим, что регулируют климат, регулируют воду, регулируют почву, биоразнообразие и так далее. Ясно, да? Соответственно, мы предлагаем и говорим о том, что если мы говорим про экосистемы, то сохранение должно быть направлено на экосистемы наиболее сильно не деградирующие. Да? Вот. И вот здесь мы показываем, что экосистемы бывают разные. Мы разработали целую методическую схему, можем ее тоже представить. Здесь просто вот для овчевого леса, для овчевого леса, это для орехоплодного леса, значит, что зрелое сообщество и разрушенное сообщество. Смотрите, и там виды растений, но они совершенно по-разному, то есть уже показывают, какой тип индикации системы. Значит, грецкий орех, яблоня сирса, коротконожка лесная, слива сальгийская, если в этой экосистеме присутствует, смотрите, очень важный момент, много особей этих, много этих особей, и самое главное, что эти особи разновозрастные. То есть не просто орехи, да, но орехи молодые, средние и взрослые. Не просто слива там сальгийская, да, а там разновозрастные, то эта система будет считаться устойчивой. Если есть у нас, пожалуйста, бузульник, крапива, наш с вами любимый, как его зовут, чай с шиповником очень всегда любим заваривать, да, то есть шиповник как раз показатель разрушенности экосистемы, понимаете, да, то есть и, собственно говоря, роза гаганская, да, и вот мы даже с вами сами можем видеть, что как только антропогенный стресс, там обязательно пойдет крапива, там обязательно щавель появляется, вот этот вот конский, у нас это очень хорошо видно, особенно когда едешь, например, в Кашкасу, да, то есть вот разница вот этих гор, вы обратите внимание, они все покрыты крапивой и, значит, вот этими как раз розой каканской и щавелем. Что это говорит? О том, что там был сильный антропогенный стресс и как бы это антропогенная экосистема. То есть исконная экосистема, теоретически она должна быть такая же, как в Аларче. Да? То есть как бы вот эти вот арчевники должны быть березники, арчевники и так далее. Там другая, да, то есть мы видим. То есть условия позволяют, значит, что-то надавило. То есть, или перевыпад был, или что-то, то есть вот какими-то вещами. То есть я хочу сказать, что для нас это принципиально важно, какой тип экосистемы мы сохраняем и помогаем. Вот наши проекты по деградации земель, когда нам присылают по деградации, да, если там, допустим, идет просто нормальное степное сообщество, разнообразие видов, да, то есть нет вот явных вот этих отклонений, то есть и просто люди говорят, что это деградация, они не использованы просто в хождственном. Не используем в хозяйстве, да. И деградация и для них, разные вещи. И часто они путают. И тогда мы должны вот в этот момент сказать, что они не нас, как бы, это не наша сфера. То есть это полностью к нам не относится. Да? Если, как вот в Баткенской области мы ехали, вот же Наталья сейчас приедет, да? Ездили, там катастрофическая ситуация с землями, это просто ужас. То есть там буквально вот эта пыль, все рассыпается, то есть естественного покроя практически нет, и сплошные вот эти колючие формы, которые уже сама... Это не деятельность человека. Вот Баткен некорректный пример. Ну как пример. это не деятельность человека, потому если там что там воды нет. Вы не путайте вещи. Пустыня нет, это Саша, тоже экосистема. Извините, я тоже биолог, а здесь я различаю степени пастбищной деградации. Это именно 4-я степень пастбищной деградации идет. И Пенкина проходила... То, что Пенкина могла бы это сказать, я бы ей поверил. Когда ты приводишь, что пыль и кустарник, если там растет колючка, то это наоборот показатель, что экосистема живая еще. Вот Володя, я вернулся к твоему. Вот эти вот... Я говорю только про лес. Да. Мы говорим, вот смотрите, вот эта разница, что если внутри зоны, где могут произрастать леса, то есть, как они называются, ореховые, да, например, какие же мы сделали для овчевников. Это мы делали... Сам орех, он у него ведь... Да, но смотри, но если там вместо ореха мы встречаем вот этот вот щавель, крапиву и так далее, значит, это зона деградации, на нее был какой-то стресс. Это может быть естественный стресс, как вы понимаете, ну там выгорело, например, что-то там, да, или это был антропогенный стресс, там надо разбираться. Но, по крайней мере, это индикаторы, и мы делали это, такие вот брошюрки мы сделали с этим с Ивоновым, Шукуровым, то есть как бы с Академией наук нашей, вот, и в принципе, оно как бы работает. То есть можно увидеть, что
эта зона подвергнута стрессу. Вопрос другой, что как бы здесь немножко мы о другом говорим, что одно дело зона стрессовая, другое дело, что там условия не позволяют вырасти чему-то. Те Да, земли, это которые вот совершенно я на разные фотографии в прошлый раз уровни, показывала, да. там как раз не условия, когда там нет воды или еще что-то. То есть там нормально где-то уровни, то есть как бы для этой местности уровень там выпадения осадков, все. Но просто видно, те склоны, которые, допустим, если есть лесхоз, есть охрана, один состав растительности, не то, что выедается скотом, и там, я говорю, 4-3 степень паточной деградации. Я бы, конечно, предложил к нам еще на какой-то семинар пригласить Пенкину, может быть, вот, чтобы мы посмотрели про эти вещи. Вот если кто думает, что вот это состояние на лесных территориях может вот так вот, буквально как забор отличаться, вот здесь вот лесхоз, гослесхоз кончается, начинаются земли другие, то это абсолютно не Нет, правда. нет, нет. И на самом деле, Там видно, где идет охрана и где этот звук гоняет, где это... я вам скажу, что у нас в республике, я занимаюсь вот как-то пастбищами тоже последние 3 года живу. Поэтому я вам скажу, что самая большая проблема с пастбищами у нас не на территориях даже Джаик комитета, а на землях государственного земельного запаса, который никто вообще не регулирует. Это, поэтому вот я не очень осторожно, даже по индикаторам. Вова, есть IUCN, стандартные публикации, где есть индикаторы антропогенного воздействия. Самые распространенные – это подорожник. Где есть подорожник, значит там живет человек. Это такое, банальная вещь. Не, ну есть, вот я бы, если бы делал такую презентацию, я бы взял вот этот мировой опыт, да? Саша, что мы делали Вова, здесь? Подожди, а потом, это родовые, там только родовые названия. И применительно к нам, если они у нас встречаются, распечатал. Если уж заниматься популяризацией индикаторов состояния лесных экосистем. Это точно есть публикации в сети. И вот я знаю, мы прорабатывали. Не, подожди, а это в чем они не хороши? Понимаете, я тебе просто говорю, что вот это, зрелое сообщество, да, ты взял, можно сказать, во-первых, смотри, ты сам говорил про лес, что это разноуровневое сообщество. Но здесь есть четко, я же предыдущий слайд, вы обратите внимание, то есть мы говорили о том, что разница, то есть, собственно, индикаторы показывают разницу между вот этим состоянием, вот этими двумя состояниями и вот этим. То есть и все. Это просто мы хотим теперь, если каким образом отличить одно сообщество от другого по видам. То есть это, собственно говоря, связаны 2 модели. И про антропогенный стресс здесь было просто как один из видов стресса. Здесь стрессы могут быть и внутри самого сообщества, что здесь я биологически сами не беру. Здесь все достаточно выверено. Просто я хотел показать, что если мы едем и смотрим, то может быть, если берется участок, например, я сейчас буду дальше говорить там к заповедованию и так далее, то лучше брать тот участок, который содержит исконные виды, вот эти вот, а не, например, вот эти виды. То есть вот достаточно как бы когда там исходные виды уничтожается, то нам, в принципе, это... Ужас это надо убирать и засеивать, там, я не знаю, там как бы... Вот, давай чуть-чуть дальше, чтобы как бы время просто. Здесь очень достаточно красивая тоже схема, которая показывает о том, что пойма, вот почему и Саша занимается поймами лесами, мы вот совместно спина к спине здесь это шли, как говорится, что в Биджипарше есть такое, что дух Тугаев всегда был с киргизским народом, да, то есть тугайные леса, то есть пойменные, они являются для Кыргызстана вот этим именно артериями переноса жизни, да, то есть потому что по ним жизнь двигается. Вот. Часто мы их вырубаем, что образуется? Вы обратите внимание, то есть идет деградация. Смотрите, то есть здесь, когда сообщество корневое, оно как бы распределяет влагу, и получается по теории биотической регуляции листовая поверхность испаряет очень много влаги и, соответственно, привлекает обратно больше влаги. Понимаете, да? То есть, соответственно, лес пойменный, который находится на берегу реки, привлекает к себе влагу и, соответственно, создает наиболее благоприятные условия распределения этой влаги по всей территории. То есть, получается, влага прилегает сюда и еще и распределяется по боковым территориям. То есть, это очень важный момент, что именно при распределении цикла воды. В то время как для горной реки, у которой уничтожены лесонасаждения, а они
исконный вот этот вот тугайный лес, то оно начинает работать как дренажная система. Оно влагу, наоборот, начинает здесь, идет процессы опустынивания, именно в силу склонности, и тогда образуется уже более, видите, сток становится более, здесь он более, ну как бы сказать, прямой, да, то есть как бы, становится более пологим, да, то есть и начинается вот эта деградация. Я хочу, чтобы мы на это обратили внимание, и мы очень четко тоже можем увидеть эти участки, которые, где нет деревьев, а представляет крапива, чертополох и вот этот чарик, то есть, значит, соответственно, там река уже работает по-другому, и это зона нашего необходимости приложения проекта. Здесь, может быть, здесь стоит посадить даже, пусть это будут, извините, лесопосадки, да, но они создадут это новую вот эту климатическую зону к приходу тех, может быть, исконных видов. То есть вот сразу видно, где можно будет делать проекты, да, то есть как бы, если мы наблюдаем вот это на территории пойменных рек, то как бы там надо буквально восстанавливать эти лесные, ну, в смысле, древесные посадки, которые могут в конце концов превратиться в лес. То есть иву, там, тополи и так далее, что, ну, что там растет, может быть, и что быстро растает, там досаживать. Вот. Ну, то есть поэтому просто показал. Значит, что еще один хотел показать? Момент, опять же, связанный с биоразнообразием. Сейчас я хочу показать как бы связки, да, то есть предыдущее, что это биоразнообразие ценно не только само по себе, но в данном случае мы видим, что оно связано с циклом распределения воды, да, то есть как бы есть нормальный лес биоразнообразия, есть нормальная вода, устойчивость, нет, появляются сели, паводки, дренаж и деградация. Теперь про Иссык-Куль. Хочу, чтобы мы обратили на это внимание. У нас сейчас нет члена МНК с Иссык-Куля, но Бог даст будет. Но такие же проекты было бы важно для всех сделать. Смотрите, удивительное открытие того, что озеро бессточное, да, то есть как бы фактически все втекает, ничего не вытекает, с чего оно остается чистым. Да, берега, значит, очень пологие. Вопрос о том, что опять же стали задаваться этим механизмом. Вы обратите внимание, когда еще одна наша коллега Вашнева, да, то есть из ДГСМ, делает анализ того, что происходит, значит, на Иссык-Куле, то в основном сток идет прямой, то никаких даже нормальных очистных сооружений нету, все течет в озеро. Озеро все равно по-прежнему сохраняет высокую степень чистоты. Что это значит? Это значит, что есть какой-то механизм, опять, смотрите, мы все время с вами разбираем, есть механизм, то есть, значит, в планетарном масштабе механизм и в маленьком масштабе механизм открыли для Кыргызстана совершенно четко вот эти вот самые облепиховые заросли в зоне выклинивания воды, то есть, смотрите, вода давит, здесь они выклиниваются, они как раз живут в эти маленькие болотца, которые нам не очень нравятся с точки зрения эстетики, да, бурые облепиховые заросли, там растет что? Вишня, облепиха, там какие-то барбарисы различные, еще что-то, то есть, как бы, ну, то есть есть ясный состав этих, значит, кустов, да, то есть, как бы, они заполнены вот этими вот ломоносами. Очень интересное специфическое сообщество. В зоне выклинивания, значит, идет очищение, то есть вот эти микроорганизмы, которые, малые микроорганизмы, они просто чистят наши с вами стоки. И в озеро попадает уже более чистая вода. То есть здесь второе, и они фильтруют, они и через них проходят, и в зоне, вторичная фильтрация вот в этой зоне. Соответственно, какой вывод из этого можно сделать? Что для Иссык-Куля предельно важно сохранение этих зарослей. То есть, как бы, соответственно, мы говорим о том, что давайте создавать такие, и, собственно говоря, мы пытались это прописать сейчас, и губернатору рассказывали, значит, на территории работаем, что это биосферная территория, что мозаичный принцип организации пляжей. То есть чтобы, если вокруг Иссык-Куля будет везде только пляжи, через какой-то цикл и можно рассчитать, не хочу просто пугать, что фактически вода станет, ну просто грязное, эвтрофизированное озеро, потому что некому будет очищать. То есть вот эти ризофильтраторы, то есть, соответственно, живые фильтры Иссык-Куля, мы считаем, что она сохраняется. Соответственно, вот на что было бы хорошо, чтобы были направлены проекты. На мозаичную застройку. Пускай остаются элементы этого кустового болотистого сообщества, да, то есть как бы, и, значит, соответственно, рядом пляжи. Вот просто как бы тот тип проектов, которые, мне кажется, можно было бы для нас очень ясно сделать. Вот, теперь что мы хотим сказать о том, что все вот вопросы, связанные с деградацией, будут для разных областей быть по-разному. Что мы здесь сделали? Мы взяли второе национальное, ну, это официальный документ, да, то есть как бы все-таки
Вот, и посмотрели, что, какие прогнозы, посмотрите, для, значит, разных областей, да, то есть, как бы, значит, что мы говорим, что не столько, значит, сценарий вы можете посмотреть, сколько вот, значит, оценку уязвимости. Значит, сначала речной сток у нас увеличится, потом резкое спадание. Причем здесь мы? Как раз это очень тесно связано с вопросами вот, пойменных лесов. То есть реки будут более полноводными, и их надо будет чем-то удерживать. Соответственно, работа с пойменными лесами может приоритет, исходя из этого прогнозируемого сценария изменения климата. Да? То есть сценарий есть. Сельское хозяйство везде, значит, будет усушение. Соответственно, нужны посадки, которые будут удерживать воду. Вот что важно с теорией биотической регуляции, что вода удерживается живыми сообществами. Это очень важно. То есть, соответственно, на ледники вернут. То есть нормальные экосистемы, живые, сильные, они могут привлекать ресурсы, в том числе ресурсы влаги. И в центр континента тем более. То есть у нас очень много как бы, проблем должно было бы решиться, если бы восстановилась площадь озеленения, которая исконно для нас важна. То есть у нас с одной стороны это горный ландшафт, который сам по себе тоже придерживает воду, но надо, чтобы кто-то ее сюда пригнал, эту воду. И это континентальные заросли лесные, как согласно вот этому биотическому насосу, то есть они гонят сюда воду океана. А здесь должны быть те системы, которые перехватывают эту воду, в том числе вокруг рек, и как бы ее здесь концентрируют. И мы поэтому говорим, обратить внимание на вот именно леса и пойменные вещи. Ну и здесь, значит, следующее это, значит, урожайность, то есть посмотреть на какие культуры. То есть я хотел здесь сделать связочку, может быть, вот завтра мы, может быть, более подробно про это поговорим с Зухрой Айсулной, что создавать семенные фонды и те культуры, которые будут аритно делать. То есть я думаю, что здесь мы тоже можем адаптационные меры для местных сообществ решения, я правильно понимаю, да? То есть как бы, что помогать местным сообществам адаптироваться к потенциальным изменениям. Соответственно, более значит, сухие будут культуры сухостойкие, как бы, соответственно, может быть, вот закладывать эти семенные фонды и рекомендовать людям это уже делать, потому что, с одной стороны, сохранение биоразнообразия, с другой стороны, это адаптационные практики. Но давайте это будем говорить совместно с изменением климата, просто я хотел показать, что сохранение биоразнообразия это в том числе и адаптационная, значит, практика. Еще с чем связано биоразнообразие? Оно, опять же, это прогнозируемые тренды по чрезвычайным ситуациям, и биоразнообразие очень тесно связано с чрезвычайными ситуациями. И поэтому мне очень понравился проект Каперс. Джейн, вы его утвердили или нет? Я уже забыл. Да. Вот такого типа проект, да, то есть который, где мы сажаем эти, значит, растения, да, то есть которые удерживают склоны, которые преодолевают чрезвычайные ситуации, он очень важен. И в том числе это укрепление берегов рек, то есть различными насаждениями, это было бы тоже очень важно. Здесь мы как бы видим, где, значит, прогнозируется у нас рост вот сели, лавины и так далее. Да, то есть как бы это тоже вот. Вообще да, что-то странно. Вообще самые большие оползни Джалабаде у нас, короче. Нет, это и прогноз. Ваше. Не, у тебя в Джалабаде только прогноз увеличения лавин почему-то. Но это не у меня, это мы по второму делали. Ну понятно, понятно. Так что это к Зухре. Ладно, я просто показал, что как бы им важно было. То есть все четко, поэтому покажу, где брали. Да. Вот. Единственное, что хотел сказать еще, что у нас, и может быть в эту сторону надо делать проекты, с биоразнообразием связано увеличение энцефалита. Если бы у нас был проект, который был бы направлен, с одной стороны, на информирование, а с другой стороны, на уменьшение численности, потому что есть, ну, исконные, там есть меры, да, то есть, как бы, да, природных очагов, да, то есть я бы хотел сказать, что у нас практически нет ни одного по этому поводу проекта по трансмиссивным очагам. Может быть, рекомендовать и сделать информационную кампанию по очагам. Смотрите, что мы открыли, важно рассказать. 3000 очагов на всю Россию, огромная Россия, 1200 на маленький Кыргызстан. Несопоставимо, да, сибирская язва, чума, вот эти вот энцефалит. У нас все горы забиты этими всякими очагами. Есть карты, есть информирование. Я думаю, что проект, если бы кто-то взялся за проект информирования Лыкмуту о тех вот вещах, которые у них есть, это было бы для нас очень приоритетно и интересно. То есть информация есть, готовы с этим работать. Вот, ну, по крайней мере, вот это то, что по энцефалиту, вот я хотел показать. Посмотрите, пожалуйста, вот ваши области. И такие есть по сибирской язве, такие есть карты по... Это чума, ты же говоришь. Ну нет, это чума, я говорю. Есть такие карты, говорю, и по сибирской язве, по чуме, по энцефалиту. Я просто одну показал, это вот ДГСНовские
данные, вот, пожалуйста, чума. Представляете, да? Вот так. И что мне здесь важно, что на самом деле, если вокруг этого очага нормальная экосистема, вот это очень важный момент, понимаете, да, то есть это, она как буфер существует, она удержит его. Если мы туда залезаем с хозяйственной деятельностью, все это разваливается, и мы, соответственно, начинаем болеть и так далее. Чтобы, то есть, как его сдерживать? А исконно, чтобы были те хищники, которые спокойно съедают этих грызунов, например, для этих вот, как его зовут, для чумы, ну и так далее. Там для разных очагов есть разные меры удержания, но самое главное, что это все-таки восстановление. Я почему это связал? Потому что это связано с экосистемами. Вот что мы говорим, что можно и нужно делать. В первую очередь создание местных планов действий. Здесь мы говорим и помощь нашему международному сообществу, потому что ГЭФ все-таки это международные проекты. И вот Саша сегодня рассказывал, и значит, Женечка говорила о том, что как бы разные, значит, агентства, да, то есть с одной стороны, что, значит, вот мы показали, что это разные, значит, ничего не видно, но словами скажу, что, значит, это работа с вот этими конвенциями, которые у нас есть, и это помощь на местном уровне, потому что информирование и доступ людей к информации это очень важно, и, соответственно, на основании этого принимать решения, значит, и создавать местные планы с учетом тех рисков, про которые мы говорили. С одной стороны, риски деградации земли, с другой стороны, риски деградации, значит, самих экосистем. И в этом смысле, вот, особенно мне было бы важно, я еще ни один план не видел разработанный с точки зрения учета риска, например, от природного очага, или даже учета риска от прорыва дамбы, вот, ну, этой, там, например, с какими-то захоронениями, там, радиоактивными, будь то или химическими. То есть такие все вещи есть, кто не учитывает, ну, там, или местные власти просто знают про это и говорят, дайте нам деньги на это. Но планы разработаны без учета этих рисков. И мы говорим как раз, что очень важно смотреть и разрабатывать местные планы по энергоэффективности, местные планы по созданию этих вот зон, значит, защиты и так далее. Вот этот тезис я тоже хочу, чтобы мы обратили внимание, что леса защищают наши дома. То есть если вокруг свалки ты посадил как бы буферную зону, то свалка уже не такая ядовитая. Понимаете, это предельно важно. То есть как бы, хотя бы даже около твоего, значит, этого микроучастка. Вот. И еще один тезис, который нам очень важен, и про него стоит ГЭФу задуматься, что это Global Forest Coalition дает, что лес не плантация. То есть как бы, лесопосадка это все-таки не лес. То есть сохранение исконных лесов это приоритет перед тем, что засаживать. Хотя мы считаем, что и сажать тоже надо, это правильно, создавать буферные вот эти все системы, но все-таки приоритет отдавать, значит, лесам. Ну, что можно делать? Что действительно нам очень много подают, когда быстрорастущие там эти ситуации, там, не знаю, тополяга, чигач и так далее. Это все хорошо, ну, если это, к примеру, вообще нет никакого источника рядом топлива, и они любят местные деревья, да. Но в других ситуациях, да, то есть если... Это компенсационное стадо или компенсационная посадка, то есть там и так далее. Да, если смысл сильно засаживать эти гектары там, тополей или чего-то, очень большой вопрос. Но вопрос компенсации существует, и мы тогда говорим, давайте оставляйте лес, мы даем вам на посадку. Вот, например, такие вещи очень ясны, да, то есть вот то, что вы говорите, то есть не стреляйте в волка, мы дадим вам фоторужье. То есть, как бы, ну, то есть вот такие, это другая логика размышления, да? И это значит, что нужно делать? Изменять местными видами. Мы про это говорили, значит, сохранять экосистемы, компосты и так далее использовать, потому что там сохраняется биоразнообразие, то есть не органику не выкидывать из экосистемы. То есть мы как люди можем это все вставлять здесь. Беречь энергию, использовать ВИА, берегить тепло. Почему? Потому что на самом деле вот эти три ВИА, ну, в смысле тепло и энергия, это все как бы так или иначе касается экосистем, то есть мы их разрушаем. Поэтому мы считаем, что это две взаимосвязанные вещи. Сильнее не буду останавливаться, остановлюсь вот на этих вещах. Мне кажется, это предельно важно. То есть, смотрите, коллеги, значит, на это мало кто обращает внимание, как сажать. Значит, с одной стороны, что такое микрозаповедник? Микрозаповедник – это территория около, значит, аила, да, то есть, как бы, на которой находится исконный состав видов. Значит, он может быть лесной, он может быть там, ну, луговой, да, то есть может быть смешанный луго-степной, луго-лесной и так далее, да? То есть зависимо от того, какая территория есть на этом данном ИЛК. Что для нас предельно важно, что, значит, микрозаповедник, единственный тип активности, который там хорошо было бы развить, там про это написано, это, значит, тип, что как-то его огородить и чтобы туда никто не ходил. То есть, вот здесь
Женя с Сашей очень серьезную больную тему, особенно для юга затронули, это полив. То есть было бы правильно, но вот здесь мы показали, что здесь не нужен полив, здесь естественное как бы образуется, да, за счет именно того, что здесь как бы есть излучины реки, это пойменный лес, то тогда мы предлагаем и говорим, что заповедуйте какой-то участок как матрицу жизни, исходя из которой жизнь будет распространяться по всей этой реке. И тогда саженцы уже, даже если вы будете их досаживать, они будут наполняться вот этими исконными видами. То есть особенно это касается пойменных лесов и там, где наиболее вот деградирующие склоны, да, то есть как бы хорошо было бы, чтобы там были как раз вот эти вот сохраненные территории. Что здесь очень важно, что вот этот наш камыш, тот, который держал, он на самом деле он же очень хорошо держит склон. То есть он как бы воду удерживает и держит склон, то есть как бы поползут склоны. То есть это вот один из базовых опасностей, что если мы что-то уничтожаем, то мы должны его чем-то как бы там заменить, а лучше всего не уничтожать, да, то есть как бы это самый, то есть или компенсировать, или не уничтожать. И вот здесь мы как раз предлагаем, значит, если это, значит, вот микрозаповедник, то это зона восстановления жизни. Смотрите, теперь, если мы делаем лесопосадки, мы предлагаем, чтобы лесопосадка обязательно, ну, там, деревопосадка, потому что это не лес, да, была обязательно соотнесена с естественным вот этим источником экосистемы. То есть животные, растения, самые главные микроорганизмы и разные грибы могут, чтобы они могли курсировать по вот этим вот коридорам. То есть, как бы, что оно должно быть завязано. Если нет вот этого коридора, эта экосистема уже, это будет искусственно, а это естественно. Если мы делаем коридор, то есть вероятность, что виды будут мигрировать туда и обратно, и эта зона тоже войдет в круг биотической регуляции. Понимаете, да? То есть смысл, почему я долго-долго так рассказывал про эту самую биотическую регуляцию, что если мы сажаем неправильно, если мы не создаем зон переходов, и если мы не оставляем матричную экосистему, то эта экосистема, которая новая, она не будет работать так же, как исконная. И вот в этом как бы суть. То есть все-таки тогда наша задача как консультантов, то есть как бы им объяснять, что или сажайте вот здесь, может быть, это я далеко показал, да, но может быть это посадки вокруг зоны восстановления, понимаете, да, тогда миграция будет еще легче. То есть обязательно какая-то связка через живые организмы должна быть. Вот такая игра в крестики-нолики, но тем не менее она очень важна для восстановления жизни. И, значит, что мы говорим про микрозаповедник, что, значит, два фактора там можно сделать, значит, оставить в покое какую-то, ну, пускай это будет там луговая экосистема, да, луг мы оставляем в покое. Единственное, что, смотрите, для луга мы можем разрешить мозаично косить на этом лугу, да, почему? Потому что, скорее всего, у нас нет возможности, если мы говорим, оставляем в покое, от этой корова, если мы туда запускаем, или более высоко, ну, как бы, развитое это животное, да, то есть, как бы, они просто выедят все. Мы говорим о том, что и тогда это как бы наступает деградация. Если мы как бы на этом лужке, который мы оставили от, значит, исконно, выкашиваем хотя бы частично как бы траву, то сохраняется семенной фонд, и там животные и растения могут восстанавливаться. То есть экосистема как бы содержит в себе эти исконные виды. То есть она как бы подвержена естественному такому, скажем так, циклу воздействия. Очень важно еще на этом микрозаповеднике не уносить оттуда палки, мусор и так далее. Ну, мусор антропогенный, конечно, да, а имеется в виду то, что естественный, как то, что мы называем мусор. Вот для юга, например, вот в поймах южных рек это очень важно не убирать, например, вот эту вот ну, старые там карагачи или ивы, которые там живут на берегах рек, потому что именно в этих старых карагачах, ивах и старых деревьях живет этот жук киргизобия, да, например, то есть вот, который, то есть как бы, что краснокнижные виды чаще всего селятся в таких вот странных, да, с точки зрения наших местах, вот этих облепиховых зарослях или таких-то вот вещах. То есть я поэтому обращаю на это внимание. И, ну, если эта зона аридная, сухая, да, то есть как бы, то, может быть, для микрозаповедника хорошо было бы, чтобы мы его, значит, каким-то образом поливали. Еще только что можно сказать, что было бы хорошо сохранять участки, где, например, вот произрастают зонтичные.
Да, то есть туда могут прилетать уже там и птицы, насекомые, сначала насекомые опылять, потом птицы, которые их едят, и тогда как бы образуются маленькие уголки вот этого, естественно, места значит, обитания. И может быть даже вот в селе, если договориться о том, что они делают систему раздельного использования мусора, да, то есть, например, ну, неорганику там куда-то, да, то есть как бы органический мусор, то есть используют в одном вот на одном поле, даже если бы его выбрасывать, то через год-два туда будет привлечено очень много животных вот, вторичных деструкторов, которые будут это все разлагать, там, начиная от улиток, жуков и там, жужелиц каких-то, которые, то есть очень ясные были по этому поводу эксперименты, будет время, расскажу, да, то есть просто что отдают, ну, бросают эти тоже. По-моему, кстати, даже вот в наших работах это описано, что, вот будет значит, что бросают эти корки первые 3 месяца, их кто-то на арбузный пускай там, или там какие-то отходы картошки, да, то есть как бы никто не ест, через некоторое время уже настолько там образуется естественная среда, да, то есть как бы 3 месяца проходит, 4-5 месяц, за неделю то, что сгорало тогда 3 месяца, сейчас делается. Почему? Пришли улитки, пришли жужелицы, пришли разные, значит, грибки, да, то есть, которые уже могут эту деградационную, значит, схему запускать. Вот, то есть как бы медучасток, соответственно, является таким вот как бы фондом здоровой экосистемы, матрицей, из которой можно это двигаться. Вот, значит, теперь что еще можно сказать? Что очень важно, если мы организуем лесопосадки, да, то есть мы сказали, что, значит, важны коридоры, важны участки связи с жизнью, еще отдельно важный принцип, чтобы это было устойчиво, особенно если мы говорим про пойму, и особенно если мы говорим про какой-то участок, который надо защитить, это не должны быть голые тополя. Вот это предельно важно понять. Голые тополя не работают. Ну, имеется в виду только деревья. Мы говорим о том, что надо сажать все 3 яруса, то есть посадить, хорошо было бы засеять траву, да, то есть как бы, если уж вы в этой деградированной ситуации, посадить кусты, и туда в кусты посадить деревья. Тогда сохраняется вот это вот естественный цикл жизни. То есть тогда эта система, она более устойчива во времени, и туда есть больше вероятность, что сюда придут насекомые, ну, в смысле элементы экосистемы. Если тем более, что мы соединили ее с там какой-то рядом существующей экосистемой, то есть это другой тип посадок. Мы рекомендовали, вот мы даже с ДГСН разрабатывали, что 3 круга, то есть если есть какая-то старая свалка, да, то есть алгоритм позволяет, то сажать вокруг нее кусты, траву и, значит, деревья. То есть, как бы, потому что такой буферная зона создает этот вот каркас защиты. Точно так же для полей. То есть мы обычно сажаем только кусты или только деревья. Мы предлагаем сажать и кусты, и деревья. Хотя бы, ладно, с травой сложнее, да, то есть, но кусты и деревья можно было бы сажать, тогда это более устойчивая система, она природно более устойчивая. То есть это вот надо для нас тоже очень четко понимать, да, то есть как бы вот ярусность, естественно. Мы говорим о том, что если что-то мы делаем, то надо максимально приближаться к неким естественным циклам, да, то есть как бы существования. Вот, ну и, наверное, последнее, то, что я фактически, извините, что много времени, но это интересно, это то, что я обещал, что наш ГЭФ в прошлом цикле, Медина хорошо это знает, сделал, значит, питомники, значит, краснокнижных видов. Вот, я обещал, вот они, пожалуйста, их телефоны. Ну, у Медины, может быть, есть более подробная информация, вот, то есть, как бы, чтобы давать рекомендации и брать у них, значит, виды. То есть, как бы, и я думаю, что подобного типа проекта, я думаю, что мы могли бы... И вот эти наши такие, как Бели, в прошлом раз мы рассматривали, которые сделали посадки, но у них как раз система распространения, да, где они застопорились сегодня у нас. Да, то есть в этот раз вплетать вот эти вот моменты, то есть переплетать сами ГЭФовские проекты, чтобы из этих питомников, которые люди сделали, использовать... То есть это восстановление тех самых букв в том самом выбранном алгоритме. И вот я хотел напоследок, ну пока вот сейчас может быть вопросы, но я сейчас хочу пустить эту книжку. Значит, смотрите, что вот стали выпускать вот такие книжки, да, покажи мне как. То есть я думаю, что вот если уж мы делаем информационные материалы, да, то делать их вот в таком африканском как бы стиле, когда в виде посади, вот если, ну понимаешь, да, то есть как бы, вот я думаю, что есть, у нас информационные материалы часто очень перегружены текстом, не читают, перестали люди у нас читать тексты, да, если мы делали их вот в таком
простом варианте, да, вот здесь смотрите, как посадить, как вы выразили, авокадо, как посадить рассадник, да, то есть как бы вот мне что поразило, как привлечь насекомых, да, то есть как бы как там вот что это у нас такое, то есть это как устроить фруктовый сад, да, то есть как бы, соответственно, вот эти схемы, если мы вот на такой переложим, то есть я бы с удовольствием поддержал бы такой проект, что если бы кто-то из дизайнеров приложил бы все наши вот эти принципы, которые мы делаем, на вот такие вот дизайнерские вещи. Мне кажется, это было бы очень интересно. Вот передаю просто посмотреть и как бы вот благодарю вас за внимание.